Марк Кегелес. Харків, 1931 рік. У горах і на полонинах Інгушетії. Але з пам'ятників старовини, що їх збереглося тут немало, видно, наскільки інгуші талановиті й обдаровані хистом. Ці люди, нічого не тямивши про абетку, в той час, коли Москва ще була селом, уже будували на прискалках високі кам'яні вежі в 26 і більше метрів заввишки. Можна сказати, що перші хмарочоси з'явилися не в Америці, а тут, у Кавказьких горах. В аулі Морча збереглась величезна бойова вежа з незакінченим пірамідальним дахом. Переказують, що коли майстер ставив останній камінь на даху, його скинула кодола машин із безмірної висоти. Дах так і залишився незакінченим. В аулі Фуртоух досі пам'ятають двох видатних будівників веж і могильників – Дого Архієва та Хазбі Цурова. Вони обидва інгуші. Дого Архієва поховано в аулі Фуртоух, у надземному могильнику, який він збудував сам. Как и у всех бесписьменных народов, историю в Ингушетии сохраняли и передавали при помощи устного фольклора. А так как альфой и омегой существования средневекового ингуша были его тейп и фамильный замок, то солидное количество преданий посвящено их строительству. Когда, кем и для кого были построены те или иные крепости и башни. Но со временем любое предание рискует претерпеть изменения. Какая-то часть информации может быть утеряна или трансформирована. Поэтому с 2014 года в археологическом центре имени Крупнова ведется работа по научной датировке фамильных башен Ингушетии и сравнению их с исходными этнографическими данными. Для этого учеными используются радиоуглеродный и дендрохронологические методы датирования деревянных элементов и складки постройки. Дендрохронология – наука, которая предлагает методы датирования, основанные на изучении древесных колец или так называемых годичных колец. Дело в том, что очень много памятников архитектуры, где у нас сохранилась древесина, древесные элементы, что, в общем-то, замечательный факт, так как на сопредельных регионах во многих случаях такие элементы не фиксируются, а это важный элемент для датирования этих построек, в том числе, когда мы режем, допустим, древесный ствол, то мы на его поперечном распиле видим, что четко видим структуру в виде годичных колец. И каждое кольцо соответствует году жизни дерева. При этом в различные годы, да, жизни дерева толщина годичных колец может быть разной. Но на это влияет множество факторов, климатический, например, температурный режим в этом году, в том или ином году, увлажненность, в общем, продолжительность сезона, засухи и так далее, и так далее. Но при этом установлено, что у деревьев, которые растут в определенных зонах в одно и то же время, деревья одной и той же породы, то у них эти ширины годичных колец, у всех они одинаковые, да, в том году. Для них начали делать графики. Они называются эталонные дендрохронологические шкалы. Их составляют из рисунка годичных колец наиболее старых деревьев той или иной породы в каждом конкретном регионе планеты, возраст которых точно определен. Добытые из старинной постройки деревянный элемент сопоставляют с эталонной шкалой и на основе совпадения рисунка устанавливают исторический период, в котором дерево было использовано в строительстве. Собственно, это и есть дендрохронологическое датирование. Но это не так просто. Дело в том, что для каждого региона необходимо наличие своих дендрохронологических шкал. В общем, если их нет, то их необходимо формировать. Формировать в том числе теми работами, которые мы проводим. Брать образцы в виде кернов, в виде поперечных спилов с деревянных элементов построек или с живых деревьев.
которые растут сотнями лет. Дело в том, что мы, когда брали образцы из деревянных элементов горных построек, то мы планировали сравнивать полученные результаты методом денохронологии с определенными регионами, где датировка уже известна, допустим, по сосне. Дело в том, что очень многие деревянные элементы в памятнике архитектуры горной Ингушетии, они выполнены из сосны. Ну, у нас в основном применяли в строительстве сосну, дуб, липу, ну, потом уже в меньшей степени березы и так далее. Вот. А у нас были данные, что, допустим, в Цейском ущелье, там, в Северной Осетии, в других регионах есть уже старые деревья, которым уже по 500, там, по 600 лет. И вот мы думали применить данные, полученные именно на исследовании вот этих вот долгоживущих растений, деревьев с деревянными образцами, которые мы получили. Но, к сожалению, у нас наши графики не совпадали с графиками, которые были получены для деревьев, которые растут в определенном регионе. Вот. О чем это говорит? Это просто говорит о том, что в каждом регионе, в каждом даже ущелье, допустим, той же горной Ингушетии или вообще в Горного Кавказа, в каждом ущелье иногда может быть свой собственный микроклимат. К сожалению, в нашем случае нам не удалось найти ни в Джараховском, ни в Асинском ущелье дерево, которому было бы больше, наверное, 80-90 лет. Это пока. Гораздо более эффективным в краткосрочном периоде оказался метод радиоуглеродного датирования. Известно, что в природе существует углерод, а живые организмы участвуют постоянно в радиоуглеродном обмене, потому что мы поглощаем пищу. Да? И вместе с пищей попадает радиоуглерод. А углерод в природе, он представлен изотопами, активными С14 и стабильными, С13 и другие. Поглощая пищу, этот радиоуглерод попадает нам в виде изотопов в организм, и он у нас оседает. После смерти животного или организма начинается прекращение процесса, разумеется, радиоуглеродного, да, потому что мы не потребляем пищу. Да? Этот радиоуглеродный обмен прекращается, и у нас начинает распадаться, например, радиоактивный изотоп углерода С14. Он распадается, известна скорость распада, и в результате, что ученые просто устанавливают момент гибели организма, или в данном случае растения. Мы включаем туда и, собственно говоря, и деревья. Деревянные элементы из архитектурных построек Горной Ингушетии отправляются в США в Центр прикладных изотопных исследований Университета штата Джорджии, где определяют их возраст. Мы датировали методом радиоанализа все виды памятников, практически все виды архитектурных памятников, включая склепы, святилища, храмы, жилые, боевые, полубоевые башни Горной Ингушетии. И в 90-95% случаев все полученные нами радиоуглеродные результаты радиоуглеродного датирования, они накладываются на существующие хронологии этих памятников, в принципе, в том числе и включая историко-фольклорные источники. Дело в том, что у нас в Горной Ингушетии очень живы предания, и наши старожилы рассказывали еще 100 лет назад и в недавнее время, кто, когда, в какой период строил, например, ту или иную боевую башню. Возьмем, допустим, Салгинскую боевую башню. Согласно преданиям, башня была построена мастером Тетбеком Эльдиевым из Таргима во второй половине XVII века. По преданиям он как раз датируется этим периодом, и наши радиоуглеродные анализы только это подтвердили. Возьмем и другой объект, это боевая башня Цурова в Джерахе. Были предания, когда была выстроена эта башня, и полученные нами результаты только на это накладывались, то есть шло подтверждение. Допустим, склеп с открытой поминальной камерой в Оздечи.
По преданиям она была выстроена где-то в первой половине 18 века, и полученные нами результаты на это просто наложились. Они показали те же хронологические рамки. Храм Тумгой-Ерт показал период между 1558 и 1637 годами. Результаты датировки башен в Эрзи также не отличались от известных. Тут, конечно, хронология получилась достаточно широкая, но, тем не менее, вот эта хронология, она как раз-таки просто подтвердила версии, которые предлагались для этих памятников архитекторами и археологами. Но некоторые постройки дали неожиданные результаты. Есть, конечно, и выпадение из, будем так говорить, правил. Дело в том, что датировку, которую мы получили на Кокосском святилище, показали на 15-й. А археологи датировали 17 веком. Хотя я не знаю таких вот фундаментальных основ для того, чтобы относить именно этот памятник к 17 веку.